Я вот когда ложился в этом месте спать, единственное, за что переживал. Я вас приветствую в Новороссийске, можно так сказать. Да, прикольно. Это вот жилые же дома, вот люди тут живут. На, Мандариновое дерево, да? Давай. Да хватит уже, я тут. ты Спасибо. прикалываешь? Я вот когда ложился в этом месте спать, единственное, за что переживал, за поток транспорта, который будет шуметь, не давать не спать. Но в принципе, хорошая шумоизоляция, кстати, в машине. Грузовики ночью гоняли, тут подъем в этом месте. Ну, и тут там некоторые так переключались на пониженную. Но я выспался. Всем доброе утро. Я вас приветствую в Новороссийске, можно так сказать. За Новороссийском. Вчера ночью я приехал в Новороссийск, там встать не смог. Поехал, ну, в общем, заехал за Новороссийск. Здесь уже встал на трассе, потому что я хочу вот днем дальше поехать. Здесь интересный горный серпантин, по идее. Ну, дорога на набережной у моря. Слушай, здесь как будто бы теплее погода. Ну вот я сейчас... О, какой здесь срач. Ну, в общем, так-то красиво. Эти серпантин, море. Но столько мусора. Просто трындец. Вот Новороссийск. Тут какие-то тропы спускаются вниз. Не знаю куда. Дальше что-то. Да, жестко тут, конечно, все загажено. В общем, отличное утро. Собираемся и едем. Вот завтрак простенький у меня будет. Сосиски доем, яйцо вареное и сыр. С кефирчиком сейчас вещи тут приберусь нормально. Уже помылся. Фу. Долетел, красавчик. Я, короче, не подрасчитал с зарядом, улетел далеко. Но он предложил автоматическую посадку, я думаю, сейчас вручную. И он пей-пей запищал садиться. Я, короче, автоматическая посадка, и он начал над морем садиться. Еле-еле я переключился в режим спорта, и вот сюда его пригнал. И вот буквально он на мои руки стал садиться. Я вот пальцем даже, я вот руку подставил, я все это снимал. И вот даже палец мне немножко мотором отбило. Потому что он уже, ну, реально садился сам. Фу, как я успел-то его сюда пригнать. Надо внимательней, аккуратней. Адреналин такой мне лишний раз не нужен. Уже второй раз мне за эту поездку такие экстремальные эти ситуации с дроном. Первый раз еду в этих местах. Прям не представляю, что меня ждет в дороге. Интересно.
Да, чуть-чуть проехал, тут панорама куда интересней. И виды лучше. Памятник морякам революции. Вот тут отличные виды на Новороссийск открываются. Да, здесь горы, конечно, отличаются. Прям заметно от крымских. Хотя расстояние тут сколько там? Ну, 200 с чем-то километров, по-моему, я проехал. 300. Я понял, почему дорога такая долгая. Я выехал, уже час, наверное, назад, и по навигатору только полчаса. Как будто бы я проехал. В общем, тут везде светофоры. Уже 4-й светофор, здесь ремонт дорог. И так прилично стоять приходится. Улицевый асфальт по той стороне. Его расширяет еще, я так понял. Потому что мы вот ехали вот до этого по такому вот. Такой широкий был. Пробка жесткая, конечно, я смотрю. Ну, больше людей, видимо, в ту сторону едет. Ничего себе. Надо это тоже учитывать. А мы как-то так на один светофор постояли и все. И было там 2-3 машины. Надо уезжать ночью, похоже. Хотя я так и планировал, чтобы... Или, может быть, вообще здесь не поеду. Я потом в Майкоп. Обалдеть. Это же как в Якутске на паром, только еще хуже. Это... Ничего себе. И вот край. Наверное, не буду обрезать специально, чтобы показать, как тут весело. Выходные сегодня. Народ гуляет. Какие запахи. Сейчас проголодаюсь. Похоже. Море, море. Давай, давай. О. Ну так, ледяная. Конечно. Сейчас мне написал Серега. Серега, здорово. Офигенный чувак. Очень веселый. На самом деле, мне кажется, Серега, у тебя бы блог получилось вести лучше, чем у меня. Я помню, как ты на камеру угорал. Ну, реально, это очень весело. Давно с тобой не общался. Так вот, нормально. С удовольствием сгонял бы в Псков. У Сереги родина Псков, если я правильно понял. И он все меня зовет, еще звал в августе, в сентябре, когда я приехал. И сейчас говорит, давай возвращайся, съездим. Очень интересно поснимаем. Я тебе там экскурсию проведу. Ну и чтобы это действительно реализовать, мы с ним решили, что я объявлю об этом в очередном выпуске. Так что объявляю. Надеюсь, у нас все получится и будет на это время. Серега, я постараюсь. Спасибо тебе за приглашение. Я с огромным удовольствием с тобой потусуюсь и с огромным удовольствием познакомлю своих зрителей с тобой, потому что ты реально, очень прикольный. Очень нравится мне с тобой общаться, и нравится мне, что мы так сдружились. Хоть и мало общаемся, хоть и до этого не так много общались, но тем не менее, я думаю, зрители мои оценят твою харизму. Ну а вот и Туапсе. Такая панорама прикольная здесь. Ресторанчики можно посидеть, но закрыто все. Тоже пролетаем мимо, уже по навигатору я где-то к 7 часам в Сочи только приеду. Это, считай, 2 часа буду по темной дороге ехать примерно.
Но все равно сейчас по-светлому, сколько смогу, сколько успею, столько и проеду. Поэтому так все. Да, Туапсе тоже интересно. Так вот на горах построен город. Оказывается, такие это все города. Я представлял как курортные такие места, как поселочки. А тут прям масштабно все. Город воинской славы. Камера. Туапсе. Ограничение 40. Направлено в спину. Пост ДПС проехал. Мне сказали, что меня могут остановить, потому что у меня, питерские номера. И так все, культурно, вежливо, так, хорошо пообщались на самом деле. Спасибо, что пропустили. Проверили, там, посмотрели машину, что как, что откуда, куда путь держите. И все. Держим путь дальше. Еще, 2 часа с лишним ехать. Что-то серпантин этот такой жесткий. В плане и движение по нему такое туда-сюда. Это интересно. Но тут дороги ремонтируют, поэтому периодически там пробки, светофоры. Я вот до темна, до Сочи так и не вернусь. Я, по сути, уже в Сочи въехал, но мне еще вот до самого Сочи, до центра, там, куда мне нужно, 2 часа 17 минут. Еще 96 километров. Здорово, что? В удовольствие. По такому серпантину я никогда не ездил, поэтому сейчас мне вообще в удовольствие, если честно. Сложновато, но я понимаю, что я еще опыт приобретаю такой хороший. Что вот так вот, сосредоточенно ехать, там все это туда-сюда, и затяжные повороты. Вообще нормально. Это опять напоминает вечер вчерашний в Новороссийске. Куда-то в гору поднимаюсь. Тут живут знакомые. Я у них возле дома забазируюсь. Метров, поверните налево. Меня это друзья моих друзей, в общем, так вот приютят меня, там может быть помыться, постираться, попробовать. Мне скинули точку, куда ехать, и вот я еду в таком месте прикольно. Необычно. Такой тоже петляющая дорога, только она уже среди жилых домов. И тут такие вот тоже виды в некоторых местах открывались. Да, прикольно. Это вот жилые же дома, вот люди тут живут в этих домиках. Так необычно. Мне интересно, какие там виды открываются. Оп, куда? Направо. Я представляю, тут постоянно ездить. Вот сейчас был момент, там мы столкнулись, мне задом пришлось так долго сдавать, чтобы где-то там в бок пристроиться, там миллиметры они проехали. Здесь нормально. Слушайте, очень здесь интересно. Реально, я прям... Может, я в таком районе именно. Я вообще ничего не знаю, где я, что я. С правой стороны там панорамный вид. Город светится. 100 метров, крутой поворот налево. Да тут не надо все это, можно в район города заехать, понимаешь? Все. Там так светилось. Сочинские улочки. Хоть днем посмотрю теперь. Ночью покатался. Всем доброе утро. Мы сегодня находимся в городе Сочи. 12 декабря. Зима. Первый месяц зимы. В общем, переночевал я в гостях. Мне выделили местечко сегодня, то есть я в домашних условиях. Пока решаю, куда сегодня ехать. Может быть, пойду к другу.
друг детства из Соснового Бора, из Ленинградской области, откуда я, где я вырос. Мы там в одной школе учились в параллельных классах, Вова Тюсин. Короче, он тут живет. Через 300 метров Сейчас мы с ним поверните налево. созвонились мы с ним. То есть, может быть, сегодня к нему в гости поеду, либо уже на Красную Поляну. Вот, только выехал и в туннель сразу. А тут их, оказывается, много, не один, как я уже понял. Заедем в Олимпийскую деревню посмотреть, как тут. Это уже начинается она, да, Да, получается? это все, это вот начало. Сейчас куда мне удобнее? Прямо езжай. Прямо, да? Там горы. Так это еще одни стадионы какие-то, да, дополнительно строятся? Нет, это уже построено. Какие-то вот здания строятся. Они уже построены. О, тут по своим старым знакомым сейчас заезжаем. Он тут раньше жил, построил гостиницу, но продал. Там какие-то обстоятельства, в общем, вспоминать не хочет. Братан, вот моя калитка. А, вон, да. А вот это не твой, да, уже соседний? Соседи. А. Вот так мы были. То есть вот у моя тебя прямо калитка. здесь, да, вот набережная. Обалдеть. Вот ты вот так раз вышел и на набережную. Да. И море. Слушай, ну да. Это круто, конечно. Да, это круто, это мягко сказано. Вот почему все друзья ездили сюда к нему отдыхать. Конечно, прикольно. Считай, первая линия. Это вот На. мандариновое дерево, да? Ага, круто. Давай. Да хватит уже, я тут. Что, Спасибо. прикалываешь, что, хватит? Это все мандарины, да? Вот тут, тут. Это все Обалдеть. Короче, меня одарили. Вот целый мешок лимонов домашних. А тут мандарины. Ну, а вот вид сверху на Олимпийскую деревню. Вот так тут развязки. Куча развязок понастроили. Я так понял, что вот относительно, ну, к Олимпиаде. Сейчас вот мы там были, и вот сейчас вернулись сюда наверх. Там горы, Абхазия, уже вот она там. Это вот сочинское кладбище. Адлерское, в смысле. Здесь? Да, здесь. А. Едем помянуть маму Вовину с Гришей. И вот. Тут очень крутой поворот. Да, тут так вот. Все, до вечера покатались, солнце садится, красиво так небо.